Жители Донецкой области получили гуманитарную помощь. В частности, продовольствие и теплую одежду жители Днепра отправили в поселок Ласточкино. Селяне рассказывают, в каких условиях им приходится жить в прифронтовой зоне. Тут також були проблеми із світлом. Це село також обстрілювалося. Тут також були проблеми із світлом, із їжею, із водою, із хлібом. Від мешканців Дніпра ми доставили сюди теплі речі, продукти харчування, посуд, термоса для приготування гарячих напоїв. Все, що необхідно людям в умовах суворої зими. Огромное спасибо хочется сказать ребятам, вам, кто привез нам вот эту всю помощь. И, как говорится, и неоднократно, потому что неоднократно и попадает нам, конечно, здесь. Огромное спасибо. Мы, если честно, даже не думали, что, что так люди откликнутся. Нужна, конечно, помощь. Но только, как сказать, более морально. Газеты, журналы надо, чтобы были, радио, чтобы на украинском, телевидение на украинском. Вот тогда более это. А так сейчас включи телевизор, если просто антенна стоит. Значит, только с ДНР идет. И российская, и ДНРовская телевидение. Жителям Авдеевки помогают ремонтировать дома, разрушенные из-за войны. В результате обстрелов боевиками так называемой ДНР сотни жителей остались без крыши над головой. Бригады госслужбы по чрезвычайным ситуациям восстановили уже более сотни домов. Аккуратно, аккуратно. Давай, принимай. Слышим. Сейчас. Ну, молодцы, ребята. Так, по-человечески сделали. Отбили все, как полагается. То есть, да, дождей должны выжить, чтобы дождь не пробил все. На сьогодні було надано допомогу 109 будинкам, які попали під обстріли. Ми виконали такі роботи, як плівкою забивали вікна та натягували плівку на дахи будинків.